Warzında omayır, marasugdir husarir, zardayana tızınar, uda kaçınom. Honda azaz şuh, stal ama hurzarin, husarir maşardı ruh svanadon. Husarir demanan, magona mahajarda, husarir demanan, maşin mama vars. Husarir demanan, patay mazarda da, husarir azdavan, lavarkanın mazard. Husarir azdavan, lavarkanın mazard. И снова здравствуйте, друзья! В эфире музыкальная гостиная. Сегодня особенный день, потому что нашу студию посетила весна лирических песен, хорошего настроения, мажорного настроя духа и, как говорится, само очарование. Певица, автор многих лирических песен, которые вошли, можно сказать, уже в культурное наследие и войдут в сети, поскольку сегодня их все знают, широкий круг зрителей. И, бесспорно, самое главное, наверное, ее стезя в ее творческой биографии – это актерская, и так у нас в гостях многогранная личность, очаровательная, народная артистка Ирсвалани Тамара Персаева. Здравствуйте. Добрый вечер. Традиционный вопрос, как вы пришли в актерскую профессию, с чего началась ваша дружба с искусством? Ну, если взять детство, то, наверное, скорее всего, это с детства, потому что у меня семья такая творческая. Мой отец танцевал когда-то в ансамбле «Алам». Я помню, он пел очень красиво, танцевал, играл на балалайке. Мой дед пел. Вообще у меня все мои тетушки все играли на гармошке, пели. Так что вот у меня, наверное, скорее всего, это таких примеров. Да. Ну, выбор профессии пал в вашу молодость, года, которые были своего рода переломными. Это уже касательно социально-политической ситуации, вообще в общей стране, да, вот 90-е годы, да, вот в общем плане, если возьмем, да, 91-й, или это было раньше? Это было раньше, это был 82-3 год, когда я пришла в театр. Каково было тогда? Трудно было пробиваться? Вот, или все-таки кто-то вам помогал, или вы самостоятельно получали себе пробить? Нет, как бы трудно всегда. Трудно, театрально бывало всегда трудно поступить, но я когда пришла первый раз, чтобы меня посмотрели в Российском театре, меня даже не захотели смотреть. Потом Русский театр открывал студию, и я стала поступать туда, я поступила, и там меня увидела Валерия Вячеславовна Хукаева, и она мне предложила перейти в Остинский театр. И я перешла. Понятно, что за такое энное количество лет вы сыграли много ролей, разнообразных, разноплановых. Но мне как-то с особым трепетом сегодня хочется вспомнить вашу одну из первых, наверное, волнующих ролей. Это в спектакле «Азал», да?
«Золотой раз», да. Раз, да. Да, пьесу написал на Фельдшусой, Чусой, кстати, кстати, да. Расскажите об этом. Ну, что мне про это можно рассказать? Я была совсем молоденькая, и мои впечатления такие тоже. Я, может быть, в те времена еще не совсем была готова к этой роли, потому что очень многие актрисы хотели сыграть эту роль. Я не знаю, почему Роза Бекоева именно мне дала эту роль, но в итоге получила ее я, и мне очень нравилось там играть. Конечно, с такими актерами, как Туменов, Асланов, мне было комфортно, мне нужно было дотягивать до их уровня. Мне, конечно, приятно вспоминать те годы, которые я провела именно с теми маститыми корифеями Остинского театра. Я еще застала именно тот театр, который сделали Остинский театр. Да, актеры, маститые актеры нашего театра, которые сделали именно Осетинский театр. Из большого количества несыгранных еще ролей, вот к чему вам еще тянет душа, ваша актерская сыграть? Ну, я очень много не сыграла. Даже по пальцам не пересчитаешь. Я очень хотела играть, конечно, в классике, но мне как бы не посчастливилось. Почему-то мне не давали эти роли, я не знаю почему. Я бы, конечно, хотела сыграть Шекспира, хотела сыграть и Дездемону, и Офелию. Ну, не знаю, у нас есть много других актрис, которые играют, да. А почему именно Дездемону и Офелию? Ну, разные. Ну вот я не знаю, почему вот Шекспир по духу мне очень близок. Ну, вы поработали в театре и уже какой-то имели опыт работы. В принципе, вы могли продолжать уже на этой волне, но вам захотелось познать новые горизонты. Вы решили в 90-х, 91-м прошлого столетия все-таки покорить столицу, да, России, поступить в ГИТИС. Что вас сподвигло? Во время учебы ты ходишь в театры, смотришь на других, получаешь от них тоже какой-то опыт. Ну, в общем, это интересно. С другими общаешься не только вот с нашей национальностью, да, с осетинами, а уже общаешься с другими национальностями, ты у них тоже что-то берешь, учишься у них. Вот сегодняшнее положение в театре, что, на ваш взгляд, не хватает для полного раскрытия актерского потенциала и наоборот, что, на ваш взгляд, делается для того, чтобы актеры раскрылись в полной силы? Сегодня есть соответствующие постановки в нашем театре? В нашем Остинском. Ну, в нашем Остинском, да, появились хорошие спектакли. У нас и режиссеры молодые появились, и это очень радует. Киев Валиев, он молодец, он и как актер великолепный, талантливый, обаятельный, и как режиссер раскрывается очень даже. Фатиму поставил у нас Тамерлан Сабанов, а сейчас Гиви поставил у нас Артхордов Шмырта. То есть на национальной драматургии, это пьеса Хугаева, а у Хугаева плохих пьес нет. Я знаю, что также вышла ваша поэтическая книга. Скажите, пожалуйста, вы и также пишете песни, то есть ваши песни поют и другие? Да. Как, с кем вы сотрудничаете? Кому вы доверяете свои детище, Ну, это громко сказано, доверяю. Я вот когда пишу песню, я уже вижу, кто это может спеть. Ну, я не могу похвастаться тем, что прям все поют мои песни, но Алла Хадикова спела, Эльбрус Грубиев спел, дуэты у меня с Аланом Калаговым были, вот эти именно вот шансон, Фатима Никоева, Милана Тамаева, Феликс Элькати, кстати, спел мою песню тоже. С Акимом у меня тоже дуэт. Хочется еще записать несколько дуэтов с Игорем Тасо. Я об этом тоже мечтаю. Я надеюсь, у нас получится. Случайно повстречались мы с тобой на тихой улочке. Увидел, улыбнулся и кивнул. Ты подошел ко мне И закружилась кругом голова от сладких слов твоих. И завертелась тотчас карусель.
как карусель любви. Кружи, кружи, кружи нас, карусель, ты карусель любви. Мне с милым хорошо, ты не спеши. Прошу, ты не спеши. Кружи, кружи, кружи нас, карусель, пускай все вертится. Благодарю судьбу, что нам дала с тобою встретиться. Счастливый свой билет я протянул, И взять посмела я, поверив, что тебя не обманул. к тебе подсела я. И закружили словно карусель. Твои слова любви, Кружи, кружи, кружится голова. от сладких слов твоих. Кружи, кружи, кружи нас, карусель, ты карусель любви. Мне с милым хорошо, ты не спеши. Прошу, ты не спеши. Кружи, кружи, кружи нас, карусель, пускай все вертится. Благодарю судьбу, что нам дала с тобою встретиться. Что вас вдохновило писать? Но меня вдохновляло всегда, еще раз вспомню про мою подругу Ирму Кумаритову. Она всегда, вообще я человек такой, который надо хвалить, который надо поддерживать и говорить, что я могу. То есть не ругать меня, наоборот. И вот она одна из тех, которая меня всегда вот подбивала. Тома, ты можешь, напиши. То есть она сама написала несколько пьес, и в Егорском театре поставили, по-моему, 2 ее пьесы. И я ей говорю, Ирма, какая ты молодец, ты написала пьесы, как это хорошо. Она говорит, и ты сможешь. Говорю, нет, я это никогда не смогу. Она говорит, сможешь. Ты же работаешь в театре, тебе это ближе, ты все видишь, ты актриса. Мне это как бы не так близко, как тебе. И, наверное, человек вот созревает. В какой-то момент он созревает, но несколько лет назад было, когда она мне это сказала. Я сказала, нет. А потом в прошлом году мы поехали, значит, на гастроли в Абхазию, и у нас там была сказка «Красная шапочка». Я так с Ирой Засуховой, нашей актрисой, сижу за кулисами, смотрю, значит, наблюдая за этой красной шапочкой, как наши актеры играют, и говорю, ну вот это я бы не смогла написать на осетинском. И она говорит, да? А ты напиши. Говорю, ну не знаю, говорю, ну посмотрим. Она говорит, ты знаешь, у меня одна идея есть. Я говорю, какая? Вот у меня давно идея есть, я Аша Павларову тоже эту идею говорила, но он что-то говорит, это никак не реагирует. Я говорю, а какая у тебя идея? Она говорит, Абатка Чижита. Написать пьесу Абатка Чижита. И вот меня как вот замкнуло на этом так раз, чик. Мы приехали с гастролей, это у меня здесь осталось, я вот как села, как стала писать, меня было уже невозможно остановить. И я подряд написала 3 мюзикла. Абатка Чижита, а потом еще Фатима Пагиева меня тоже подбивала, Тома, напиши-ка после Абатка Чижита. Она мне говорит, давай сказку, давай сказку. Я опять говорю, нет, я не смогу, я не могу, нет, давай, ты сможешь. И я перечитала все наши осетинские сказки, вот, двухтомник, да, и искала, что же мне, какую же мне пьесу написать. И я хотела что-нибудь такое романтичное, красивое, но я ничего не находила. Где там было про эти ойгута, камжондаби, там, раби, там, еще чего-то, да, меня это как бы не цепляло. И вдруг я смотрю, Чедерашут, меня зацепило название. И хотя в сказке там особого ничего нету, чтобы можно было пьесу, да, написать, потому что там она сидит в этой башне, живет одна, ну как же она могла, я думала, как же она там не может жить одна, молодая девушка, ну, кто-то же должен. И я, короче, стала думать и придумала ей еще
значит, еще один образ Дадиза, кормилицу. Потом дальше уже там женихи, ну и так далее. Как сделать так, чтобы эти произведения оставались все-таки на бумаге, не жили там, а воплотились в жизнь? Вот Что это, лучше? вот это очень важный вопрос, и, к сожалению, это не от меня зависит, потому что я пьесы принесла в Осинский театр уже, отдала в детский театр. Кстати, отправила и к вам в Южный театр, потому что я, например, Аббат Гачишта очень, вот я прям вся вижу даже актеров Южанского театра в этом спектакле, там такие песни красивые. Сейчас я Почему вспомню. вас эта тема привлекла? Она очень актуальна для Аббат Гачишта. Кстати, она и актуальна. Почему? У нас сегодня не только Аббат Гачишта, но у нас и Аббат Галапута очень много. Что для вас главное в жизни? Ну, во-первых, у меня всегда были цели. Я без цели никогда не жила. То есть без цели неинтересно просто жить. И даже если в моей жизни что-то происходит негативное, даже какие-то потери, если в моей жизни бывает, все равно я утром встаю, и мой Создатель, Хсам, он дает силы, дает новое дыхание. И с новыми силами ты идешь вперед. И опять у тебя появляются цели, и ты их достигаешь. Вдруг случайности миг все меняет, и судьба распорой непредсказанном месте венчает. Только нужно тебе отворить и раскрыть счастью двери. Не изменит один, все пройдет, все уйдет, ты поверь.
поеду. Дай Бог, чтобы вы всегда шли вперед, и чтобы вот музыка, как мантра, как молитва, вам давала только гармонию и вдохновение. Спасибо вам за сегодняшний интервью. У нас была в гостях Тамара Бешсаева, очаровательный человек, тонкий знаток поэзии, музыки, поющая, играющая, Стремящиеся к тонкости. да, стремящаяся и нас привлекающая к красоте вечной. Спасибо вам, оставайтесь всегда в таком настроении, вдохновения вам, творческих успехов и музыкальные, конечно, еще подарки от вас напоследок нашей передачи. Это была музыкальная гостиная. Шахонамонт кудрагайдан балын Кашана қалма гурын санажын Вирак дуртылдараш малыш савын Амажаронгай варштын важын Шалабон макуду дауын Дауима баштыма баллисташты ногай Ажамондыма да кахфаттыл сауын Ажрашыгдан да юфен да явронгай Ажамондыма да кахфаттыл сауын Ажрашыгдан да юфен да явронгай Даражыма хуртын тылыш сауын Шалах шиды дауима охай фембал Хахон сарга шалбажонин тахан Масарда монт кутын болында фендыма О мешканак давайдан бужнагаш Далаварар марион баштайдаран Кайман датта шахонам удайнаш Ажуян хашай дарам баран Кайман датта шахонам удайнаш Ажуян хашай дарам баран Даражма хуртын тылыш савын Шалах шиды давима охай фембал Хахон сарга шалбажонин тахан Масарда монт кыттын баланда фендыма Даражма хуртын тылыш савын Шалах шиды давима охай фембал Хахон сарга шалбажонин тахан Масарда монт кыттын баланда фендыма